Жогорку кеңеши 31 января продолжилось заседание Временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с убитым предпринимателем Айркеном Саймайте. На заседание приглашены представители Госкомитета национальной безопасности, Министерства иностранных дел, Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, представители пограничной службы, радио Азаттык и юристы семьи Матраимовых. Директор Азаттыка Айзада Касмалиева вкратце рассказала о журналистском расследовании. Она подчеркнула, что Саймайте не является единственным источником информации. По словам Касмалиевой, в журналистском расследовании указаны серые схемы вывода денежных средств из Кыргызстана. Директор Азаттыка считает, что за часть 70 миллионов долларов, выведенных из Кыргызстана Саймайте и Хабибулой Абдыкадыром, была куплена недвижимость в Европе и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали подробности задержания главы Бишкекского фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщили в пресс-службе Финпола, Болот Мамбеков был задержан 29 января в торгово-рыночном комплексе с поличными при получении 1800 евро. Установлено, что Мамбеков вымогал у гражданина деньги за изготовление медицинских справок и других документов, необходимых для трудоустройства за рубежом. В войсковой части 702 военной службы внутренней безопасности МВД скончался солдат. Об этом 31 января Акипресс сообщили источники в силовых структурах. По предварительным данным, военнослужащего нашли повешенным днем 30 января. Информацию подтвердили в пресс-службе военной службы внутренней безопасности МВД. В Карабалте задержан сотрудник службы безопасности и инкассации Бакай-банка, подозреваемый в присвоении 4 миллионов сомов. Об этом 31 января Турмуш сообщили источники в силовых структурах. Он был задержан 30 января сотрудниками милиции. Мужчина водворен в изолятор временного содержания Джаирского РОВД. По предварительным данным, он сам пришел в милицию. Министерство здравоохранения вновь призывает фармацевтические компании, аптеки, аптечные пункты ограничить продажу масок в большом количестве и отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок. В связи с тем, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, Министерство здравоохранения рассматривает возможную поставку из других стран. Это Турция, Корея и Индия. По информации Минздрава, в понедельник, 3 февраля, в Кыргызстан будет завезено 500 000 масок.